Ситуация с безопасностью на дорогах нашей республики остается сложной. Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения нужно с детства. Выполняя эту важную задачу, в третьей средней школе педагоги проводят классный час. На встречу приглашаются и сотрудники ГИБДД, а сегодняшнее мероприятие посетил и министр внутренних дел Роберт Киут. Здесь наглядно видно, что преподавательским составом ведется такая прям вот комплексная работа, направленная на обучение наших детей, и чему мы благодарны в первую очередь. И, конечно же, готовы оказывать содействие в дальнейшем в таких перспективных направлениях. Я думаю, что такие мероприятия мы будем продолжать не только по линии безопасности дорожного движения, но и по всем остальным воспитательным темам, которые сегодня очень важны для нашего общества. Сегодня в моем классе, в 3 В-классе, проходит замечательное мероприятие «Классный час», посвященный дорожно-транспортным правилам, ПДД. Дети сегодня воодушевлены мероприятием. Сегодня у нас много гостей. Я надеюсь, что дети раскроются и покажут все знания, которые они сегодня уже с навыком своих знаний придут к нам на классный час. 36 учеников разделились на команды и в игровой форме продемонстрировали свои знания о правилах дорожного движения, которые до этого приобрели в школе. Они соревновались между собой, читали стихотворения, решали ребусы, пели песни. Помимо этого, дети с успехом отвечали на вопросы пришедших на урок гостей. Часто, наверное, видите, да, когда вас везут в школу, по дороге происходит дорожно-транспортное происшествие. Вот как сотрудник должен себя повести в первую очередь, когда происходит дорожно-транспортное происшествие? Он должен вызвать первую медицинскую помощь, а после этого он должен разобраться, из-за чего произошла авария. Предложение провести открытый классный час на тему ПДД поступило от Управления образования столицы. Школа, педагоги и учащиеся приняли предложение с энтузиазмом и провели урок на достойном уровне. Мы очень рады, что вы сделали первый шаг в 3-ю школу. Надеюсь, наши детки не подвели. Правда, должна сказать, что мало было у них времени на такую серьезную подготовку, но они справились. Жизнь начинается с начального и с дошкольного учреждения. Если у нас будет такая основа, если у нас будет такая база, я думаю, что в среднем и старшем звене мы будем ходить по правилам дорожного движения, будет у нас культура ходьбы, культура езды. Я думаю, что это не первый шаг, это не первое начало. Со временем у нас очень много интересных будет задумок, и я думаю, что это все в помощь, в методическом направлении. Для лучшего закрепления знаний сотрудники МВД вручили ученикам небольшие книжки с правилами дорожного движения. Все знания в них преподнесены для детей в форме сказки. Книги были изданы несколько лет назад. Сейчас их переиздали на русском и абхазском языках в количестве 2000 экземпляров. В ближайшее время они будут розданы во все школы республики. Мы, в свою очередь, подготовили определенную брошюру, в которой здесь в виде иллюстраций и познавательных, так скажем, тем отражена именно работа наша по безопасности дорожного движения. Я уверен, что вы эту программу освоите. Мы, конечно же, будем дальше продолжать эту работу. Для нас это очень важно. Важно воспитание нашей молодежи, которая в дальнейшем выйдет на дороги и будет участником дорожного движения. Дети показали большую активность и заинтересованность во время урока. Несомненно, знания, которые они получили, им пригодятся. Сегодня мне понравилось, что я был капитаном команды, и этот классный час мне очень сильно понравился. Почему? Потому что
Моя ученица Виктория Владимировна самая лучшая, и игры понравились. Конечно же, школа дает многое в деле воспитания, в том числе учит, как вести себя в общественных местах и на улице. Но о правилах безопасности на дороге прежде всего не должны забывать взрослые, которые должны быть примером подражания и для своих детей. Ирина Богателя, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.